Ой, Ше, тебя пока найдешь, конечно, да. Ну, я вроде как подошел. Да, можешь открывать. О, селям алейкум, Айше. Алейкум селям, Рушен. Хош келдің. Сау. Хош келдің означает... Подожди, Айше, я все-таки немного подготовился. Хошкельден – это значит «добро пожаловать», а если нужно обратиться на «вы» или сразу к нескольким людям, то хошкельденес. Машалла, евге буйр. Ага, «эв» – это «дом», а «буйр» Евге буйр, проходи в дом. А вот евге буйрунас, это проходите в дом. Ага, получается «буйр» – «проходи», а «буйрнус» – «проходите», то есть на «вы». Да, все верно. Только чохлафетми и проходи в дом. Чохлафетме, ну это что-то новенькое. Чох – много, лафетмек – говорить. Чохлафетме – много не болтай. Понял. Ну, ты знаешь, наверное, это и к лучшему. Твои не поймут, что я плохо владею языком. Ну, во-первых, тебя за это упрекать никто не станет. А во-вторых, дома только бетам. Так называют бабушку. А у меня в семье принято называть Хартана. В зависимости от региона встречаются разные названия. Кстати, она говорит только на родном языке, так что это твое первое серьезное испытание. Постой, Айше, может, пока не стоит? Ну, во-первых, тебя никто за это упрекать не станет. Ты знаешь, как здороваться, знакомиться, знаешь, как спросить, как дела. Если что-то не знаешь, говори «да» или «нет», «эбед» или «йог». Но если что, я рядом, помогу. Обед или йог? Ну, ладно, уговорила. Vay, netasın, tur, netasın, tur. Allah Allah. Битам, Sen buna- Битам, Мусафыр келді. Ah benim kızım. Селям алейкум, бита. Aleyküm selam balam, aleyküm selam. İşleriniz nasıl, biта? İşlerim nasıl olsun? Bana UFC'ne bakıp oturam işte, sen de bakasın mı? Обед. Ben de bir közden bakam. Bugün Anao Santos var da. Aman kötek aşadı, ama yıkılmadı, iyi. Обед. О, Сантос. Айды бидачығым, біз барып ашханеде бір қаве içейік те, сон дерс yapacakмыз. Vay, belki sizge de yapayım. Yok sağ ol, ben bugünkü kahvelerimi de içtim. Siz barınız, içiniz. Bugün biraz давлением oynayayım. Яхшы. Айды юр, Рушен. Вот это да, поговорили всего 2 минуты, а столько новых слов. Конечно, жаль, что я не все понял. Тур не атасын – это встань, чего лежишь. Турмак – встать или стоять, и отмак – лежать, лечь. Ага, получается турмак – стоять, тур – вставай, ятмак – лежать. Тур не атасан, вставай, чего ты лежишь, правильно? Да. Мне как раз бабушка так по выходным каждый раз говорит, когда я долго сплю. Неприятно. Кстати, о турмах – сесть или садиться. Ага, значит, турмак, отурмак и ятмак, ну, 3 полезных глагола, я их, пожалуй, запишу. Запиши еще 3 полезных глагола. Юрмек – ходить, чапмак – бежать и учмак – летать. Давай составим простые речевые конструкции словосочетания, которые тебе помогут закрепить данные слова. Я буду говорить их на крымско-татарском языке, а ты на русском. Ну, давай попробуем, только при условии, что незнакомые слова ты все-таки будешь мне подсказывать. Хорошо. Сырада турмак – сыра очередь. Стоять в очереди? Да, верно. Машнадау турмак. Сидеть в машине. Угу. А теперь будь внимателен и подумай. Ятахтай отмак. Так, ятахта ятмак. Корень такой же, как и в слове ятмак, только Ятмак. прибавлен аффикс. Лежать, лежи, лежанка. Может быть, это кровать? Да, правильно. А все вместе? Лежать на кровати. Молодец. А теперь очень простое. Паркта юрмек. Как будет на русский? Но это гулять в парке. Давай дальше. Да подожди. Сначала нужно проверить твое домашнее задание. Селям алейкум, дослар, с вами Тимур Раджа, и сейчас вы сможете проверить, насколько верно выполнили задание предыдущего занятия. Смотрим. Первое задание. Переведите на крымско-татарский язык и запишите. Двор – азбар, во дворе – азбарда, возле двора – азбар янында, за двором – азбар артында, перед двором – азбар угунде, дом – эв, в доме – эвде, возле дома – эв янында, за домом – эв артында, перед домом – эв огунде, школа
Мектеп – в школе. Мектепте – возле школы. Мектеп янында – за школой. Мектеп артында – перед школой. Мектеп өгүндө. Университет. Университет. В университете. Университетте. Возле университета. Университет янында. За университетом. Университет артында. Перед университетом. Университет өгүндө. Второе задание. Добавьте подходящий аффикс. Ахмеджитте, Акъярда, Кезлевде, Кефеде, Карасубазарда, Сакта, Гурзуфта, Бахчасарайда, Университетте, Эвде, Азбарда, Мектепте. Третье задание. Переведите предложение на крымско-татарский язык. Где ты живешь? Сен нерде яшайсың? Где вы живете? Сіз нерде яшайсыңыз? Я живу в Бахчисарае. Мен Бахчисарайда яшайм. Я живу в Феодосии. Мен Кефеде яшайм. Я живу в Белогорске. Мен Карасубазарда яшайм. Я живу возле школы. Мен мектеп янында яшайм. Я живу за школой. Мен мектеп артында яшайм. У меня все правильно, но только один вопрос. Слово «где» — это хайда и нерде, но я слышал еще третий вариант. Хайрде. Хайерде. И это тоже где. Хайерде, неерде, кайда. Это все просто синонимы. Буюр. Утанма. О, слово «буюр» ты мне говорила, когда приглашала войти в дом. Да, а сейчас приглашаю выпить кофе. У слова «буюр» много значений, и одно из них – это призыв к действию. Буюр, утанма – это угощайся, не стесняйся. Ага, ну тогда гран-мерси. Какое еще гран-мерси? Мы с тобой какой язык изучаем? Ладно, ладно. Как будет на крымско-татарском, извини. Афу – эт. Афу – прощение, эт – сделай. Афу эт Айше. Хорошо. Сегодня мы наконец-таки приступим к изучению нового правила – правила сингармонизма. Именно так, Айше. Как говорилось ранее, особенностью крымско-татарского языка является подчинение аффиксов законам сингармонизма, то есть созвучие. Итак, приступим. Правила сингармонизма. Правила созвучия слогов по мягкости и твердости. Но для начала вспомним твердые калын и мягкие инже гласные крымско-татарского языка. Это важно. Рушен, буйр. Ага, снова буюр. Ну, видимо, меня приглашают показать свои знания. Хорошо, без проблем. Твердые гласные звуки А, О, У, И и мягкие гласные звуки И, Ü. Великолепно, Рушен. Ну а сейчас, собственно, то, из-за чего столько шума. Правила созвучия слогов по мягкости и твердости. Вдохнули? Если последний слог корня основы мягкий, то все последующие аффиксы составляются только мягкими слогами. Согласитесь? Ничего сверхъестественного. Все очень просто. А теперь примеры. Школа. Мектеп. Последний слог мягкий. Соответственно, мектеплер – школы, мектеплерде – в школах. Что касается твердых, если последний слог основы или корня твердый, то все последующие аффиксы составляются твердыми слогами. Например, азбар – двор, азбарлар – дворы, азбарларда – во дворах. Необходимо понимать, если в составе слога мягкий гласный, значит слог считается мягким. Или наоборот, если в составе слога твердый гласный, значит слог считается твердым. Давайте еще рассмотрим примеры созвучия по мягкости и твердости. Рушен, попробуй придумать несколько примеров. Айше тебе поможет. Давай, Рушен, приведи примеры по мягкости слогов, используя то, что мы уже знаем. Допустим, аффиксы, которые заменяют нам предлоги. О, я как раз их записывал. Кезлев-де, кефе-де, ахмеджит-те и эвде. Да, все верно. А теперь по твердости слогов. Угу. Сахта, Урзуфта, Бахчисарайда, Ялтада и Акъярда. Верно. Ну, а теперь примеры, которых нет в твоей тетради. Перед тобой чашка кофе, фильджан, каве. Сделай с этим предложением твердый слог. Например, в чашке кофе. Получается фильджан-де хаве. Нет, фильджан да, хаве. Фильджан. Твердый слог. А теперь мягкий слог. Ой, такой есть? Угу. Получается хавде сют, а именно в кофе молоко.
только кавиде сют, и это неправильно. Почему? Потому что не сют, а каймак, сливки. Ну а в целом слог мягкий. Все верно. Теперь давай посмотрим следующий диалог. Сен шерде yaşaysыңмы? Мен шерде yaşayım. Сіз шерде yaşaysыңызмы? Мен шерде yaşayım. Сен көйде яшайсыңмы? Мен көйде yaşayım. Сіз көйде яшайсыңызмы? Мен көйде yaşayım. Сен шынды шердесің мұ? Мен шынды шердім. Сен шынды койдесің мұ? Мен шынды койдым. Обратите внимание на выделенные красным вопросительные безударные частицы «мы», «ми». Они присоединяются к словам на основе созвучия по мягкости и твердости слогов. Вопросительные частицы «мы», «ми» используются для усиления вопроса. В русском языке это будет частица «ли». Например, «Сен ана тілінде лаф етесің?» Говоришь ли ты на родном языке? «Сіз крым-татарджа лаф етесіңіз?» Говорите ли вы по-крымско-татарски? Рушен, понял ли ты первое правило сингармонизма? Эбетай, шеф. Демек, достлар, запишите домашнее задание для того, чтобы проверить свои знания. Барынджи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык и запишите. Эконджи вазифе. Добавьте и запишите подходящий аффикс. Учинджи вазифе. Переведите предложение на крымско-татарский язык. И помните, практика, только она поможет ускорить процесс обучения. Говорите, лафетаңыз, общайтесь, конушыңыз, ходите друг к другу в гости, катнашыңыз. А главное, не бойтесь делать ошибки, и у вас все получится. Корушкенджи!